Так, начинаем прямой эфирчик. Видно ли тут что-то? Вообще даже не понимаю. Мы сообщаем вашим подписчикам, что вы в прямом эфире. Прекрасно. Так. Боже, тут куча каких-то странных... Всем привет. Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста, кто-нибудь... Хорошо ли меня слышно? Мы ждем, когда нам присоединится Толя Пысинский. Отлично, спасибо. Спасибо, что ответили, что слышно. Так, вот. Выйти в прямой эфир, садись. Ожидание. Так. Пронто! Я каждый раз как ребенок радуюсь. Получилось магия. Magic. It's kind of magic. Когда были на прошлой неделе, одна из наших гидов, Дина, сказала, что наш эфир с тобой должен быть похож на твои танцы под Лейлу. Да, мне тоже написали. Должно быть что-то танцевально-зажигательное. Да, мы должны что-то сегодня очень такое особенное сделать. Как твои дела? Честно, я проснулся 10 минут назад. Класс. А я не спала, потому что по здоровью у меня немножко живот болел. Ну, не максимальненько. Поэтому мы сегодня с тобой в форме. Я в форме, на самом деле. Я просто проснулся очень рано, в 5 утра. Вот, и поэтому я чувствовал, что уже к вечеру powerbank is down. Ясно. Ты бегал сегодня, да? Я бегал, но я выбрал, я хочу себя похвалить, я решил не пить кофе. Хотя вот я сейчас, представляете, я уже в турку налил водички, чтобы добавить кофе, и потом эту водичку перелил в чашку, и вот пью воду. Класс, а у меня чаек. Мы супер команда. Скажу пару вступительных слов. Мы продолжаем нашу серию, которая называется «Почему Альметьевск?». Наш проект «Сказки о золотых яблоках», который происходит в городе Альметьевск по инициативе компании «Татнефть» совместно с Институтом исследования стрит-арта. И в 2018 году, в 2019 году в город в рамках программы приезжали блогеры из разных городов. Да. А как мы выяснили, ты у нас микроблогер. На самом деле мы очень долго дрались по этому поводу, потому что Володя, наш пиар-менеджер, говорит, ну какой же, Толя, микро, давайте писать блогер. Да, можем маленькую заметку. Мы были на встрече с президентом Татнефти, и это, значит, такая официальная встреча, круглый стол, утро, кофе, там как раз такие были плюшки хорошие, и все подписаны. И я первый задаю вопрос, ну, и я правда так считаю, я сказал, Анатолий Бузинский микроблогер. Ну, у меня там сколько там, с гулькин нос, все мои любимые подписчики. А там есть люди, у которых там 100 тысяч, еще что-то. И после этого все стали по традиции тоже представляться микроблогерами. Вся встреча перешла в микроблогеров. Там Паша Даиси. Кася же нам объясняла, там есть какая-то градация, там кто после какой тысячи является макроблогером, блогером и чего-то там еще. Мы же долго вычисляли, да. Получается, что где-то тысячники — это типа микроблогеры. Ну, вообще микроблогеры сейчас это самые крутые ребята, потому что вот эти все миллионники, у них аудитория размыта, непонятно о чем и к чему, а вот локалы, эти маленькие пчелки, которые работают. Сейчас самую основную погоду, я с тобой согласна. Да. Сергей, здравствуйте. К нам кто-то там присоединяется. Мы очень рады всех слышать и видеть. Супер, нас хорошо слышно. Напишите, пожалуйста, все в порядке со связью, мы видны, нас слышно, вот это вот все. Мы будем рады каким-то отметочкам, что все хорошо. Я, кстати, сел, видишь, специально, чтобы комментарии вот здесь проплывали.
Чуть-чуть не по центру. Такой прошаренный. Ты уже просто... Ты уже просто специалист большой. Слушай, я тут вспоминала, как мы познакомились, и, по-моему, это одно из самых таких необычных форм знакомства. Такой был антураж, когда мы на открытии сезона с Ксенией Пескуновой, с продюсером нашего проекта «Сказки о золотых яблоках», шли, значит, в руках с шашками от художника из Италии Филиппо Мине, и кидали их в гущу людей, где они взрывались разными цветами. Эти шашки, я помню, что был какой-то жуткий текст из разряда, что сейчас мы взорвем эту площадку искусства. Вот, а ты снимал это все, это потом появилось в качестве репортажа на одном известном канале. И вот с Ну, этого... на телеканале «Дождь» это было. Да, на телеканале «Дождь». И с этого началось наше с тобой знакомство. Я знаю, что у тебя журналистское образование. Как ты пришел в искусство? Ну, то есть мы же встретились с тобой в ситуации стрит-арта. Да я туда не приходил. Не-не-не, я это... Просто был многостаночник в Петербурге, на тот момент единственный корреспондент, поэтому митинг, так митинг снимать. Мне иногда еще тянуло на культурку, и я вот говорю, ребята, это есть такой классный стрит-арт музей, давайте снимем, потому что там всегда актуальная повестка, там вот столетие Первой мировой, или пацифистская какая-то, или еще миграция, это нужно, и все говорят, давай. Вот, поэтому я снимал культурно «Антон тут рядом», «Новую Голландию» и вас. Это вот то, что мне очень нравилось. Круто, это классно, это интересно. Ты в этот момент работал, получается, в БДТ, или ты после работал в БДТ? Нет. Нет, это было, вот когда ваша институция началась? В 2013-м? В 2014-м по сказке о золотых яблоках в 17-м. Вот, а я в БДТ стал работать с апреля 15-го. Ага, понятно. Ну, мы, значит, ты примерно уже в этот момент, потому что открытие сезона, на котором познакомились, это был 15-й год как раз. Или Ну, 16-й. может, я там что-то еще, видно, последнее доделывал, вот, потому что... Ну, потому что потом совмещать просто было уже нереально. Там был большой объем работы, да? В БДТ, да, 24/7. Я небольшой, большой уход. БДТ просто недавно открывали доступ к спектаклю «Человек». Для меня это один из самых просто впечатляющих меня спектаклей, очень, очень важный такой маркер для меня. И я очень советовала нашим гидам, девочкам, мне кажется, что это такой, ну, лучший способ почтить память, да, мир, мне кажется, это посмотреть этот спектакль. И вот, и все, правда, там многие смотрели, им очень понравилось. Вот. Я не знала тогда в тот момент, что ты как раз работал там, по-моему, как раз когда я Да, приходила. да, да. Мы встречали Томи Нежича, это, господи, в общем, это режиссер из Восточной Европы, я сейчас точно не назову страну, по-моему, Словения. Вот, но я бы очень круто сказал, что сегодня БДТ делает. Прям в это воскресенье проходит онлайн-марафон в поддержку врачей. Ага. И это круто. На портале BDT Digital артисты целый день читают заметки врачей, которые работают с пациентами ковид. И там от Алисы Бруновны Френдлих до там, самых молодых, до Геннадия Блинова, вот вся плеяда труппы читает эти сообщения, как понимаю, часть из них были там в ВКонтакте написаны, часть в Фейсбуке, и ну, до мурашек, прям, я плакал, честно. И тем самым они как бы пытаются запустить волну помощи врачам. Зачем? Да, там можно перечислить деньги. Вот, кстати, надо будет обязательно это сделать. Я в посте в Фейсбуке написал, но еще не перечислил. Классно, это очень интересная инициатива. Спасибо, что ты нам рассказал об этом. Я думаю, что здесь есть зрители, которые поинтересуются этим.
Ну давай вернемся к паблик-арт-программе. Ты приехал к нам в гости в 2018 году в Альметьевск. Ничего, мне кажется, не зная до этого об этом городе. А в Казани ты до этого был? То есть это был, это было твое первое посещение Татарстана, да? Честно, мне кажется, я больше хотел в Казань, чем в Альметьевск. Вот. Понятно. То есть это был такой предлог, ладно, к вам в Альметьевск, а потом полечу в Казань. Ха-ха, хитрый какой. Да, но в итоге для меня как бы это два равноценных города по притяжению. И мне приятно всегда и в Альметьевск съездить, и в Казань. Но мне кажется вообще, что это надо совмещать. То есть, если ребята, кто планирует Татарстан, как бы все понятно, окей, едут в Казань, а вот съездить в Альметьевск, об этом мало кто думает, а это прям must have. Мне кажется, что сейчас внутренний туризм это будет новый тренд в связи со всеми изменениями, которые произошли. Поэтому, возможно, это даже в чем-то, может быть, есть некая красота того, что происходит сейчас, потому что можно будет больше поездить по родным и близким городам. Почему нет? Два тренда — это наши прически. Да, это коллективное бессознательное, как себя развлечь на карантине. Вот два варианта. Абсолютно. Обращайтесь, можем проконсультировать. Я могу даже подстричь. Даже Там, постричь там Тимур пишет Альметьевск вперед. Класс. Толя, расскажи, какое у тебя было первое впечатление об Альметьевске? Пум-пум-пум-пум. Первое впечатление. Хороший вопрос. А, Я скажу так, что вообще я провожу экскурсии, кстати, по Петербургу. М, Закончил школу гидов Льва Яковлевича, и у меня немножко так оптика сместилась в плане понимания, там, когда я приезжаю в какой-то город, в чем вообще смысл города. И на данный момент у меня такая теория, что любой город, какой бы он ни был, мое отношение формируется все равно связано с людьми, которые в нем живут и работают. мгм. Вот, поэтому Альметьевск для меня, у него был уже карт-бланш. Я заняла заранее хорошие отношения, потому что вы позвали, Катюша, я с тобой дружу, и я тебе доверяю. И если ты говоришь, что это классный город, э, то я уже, окей, я согласен. И так и было. Я, кстати, помню, все, я вспомнил первое впечатление. Меня забрали на машине, и мы ехали с водителем несколько часов, разговаривали про вообще жизнь в Татарстане. И для меня, помню, эти поля и нефтяные, как они называются, Качалки, да. качалки, да. Да. Пошумим, покачаем. Слушай, ну вообще этот тур, мне кажется, стал в этом смысле, в смысле дружбы, таким очень объединяющим. Как-то мы так все стали какой-то очень интересной и дружной командой. И столько фоток классных осталось. Очень теплое впечатление от этого путешествия было. Впечатление теплое, потому что вот что, наверное, мне очень было важно. Я же родился в Алмате, в Казахстане, и Мгм. последний раз там был в 2010 году. Ого. И когда я приехал в Татарстан, я что-то почувствовал схожее. Вот это М. восточное гостеприимство, это открытость, радость, и поэтому я чувствовал себя как дома вообще. Мне было очень кайфово. Это классно. Это очень приятно слышать. Это круто. Ты, получается, приезжал дважды. Первый год это 18-й, второй год 19-й. В первом году выводила экскурсии я. Вот я не помню, в 19-м году ты присоединялся. Я помню, что мистер Малой с нами ездил на велосипедах. Это было очень просто вообще максимально. Прости, пожалуйста, сейчас 5 секунд. Так, так, Таткульт присоединился, а Толя куда-то загружается. Я Ура, вернулся ура, что это было?
у меня будильник. Он напоминает, он боится, что я не проснулся, мне снова звонит, и потом почему-то отключаются наушники. Но я его выключил, все, теперь никакого будильника. Окей. На каком месте ты меня перестал слышать? Так, оп, надеюсь, что все слышно. Окей. Коллеги, На каком месте меня слышать? У тебя меня есть. лучше повторить второй вопрос. У меня был вопрос о том, что я не помню, в 2018 году я водила экскурсии, а в 2019 году ты был хоть на одной экскурсии, которую водили девочки? Потому что в период с 18 по 19 мы же придумали гид по сказкам, и 10 человек у нас прошли целый курс образовательный и стали гидами, и начали водить экскурсии, пешие экскурсии по всем муралам, которые появились в городе. Я не помню, участвовал ли ты или нет в экскурсиях, которые возили девочки. Я был на велосипедных экскурсиях. Был, когда мистер Малой был, да? Да, второй раз. Я помню, это было очень смешно, потому что было очень приятно, что мистер Малой, звезда 90-х, ему настолько все нравилось, и он так давал отчаянно советы, он все время есть так, значит, вам нужно вот здесь сделать нормальные площадки, так, чтобы можно было здесь встать и сфотографироваться, а здесь, значит, нужно сделать такое, типа, обозначение, что здесь это место для селфи. Это было настолько вообще вдохновляюще, и это было круто, мне прям очень вдохновило, честно говоря. Слушай, у тебя есть... Я вот даже не знаю, подожди, вот у нас сейчас смотрит там 9 человек. Друзья, кто-нибудь знает мистера Малова? Если кто-то знает, там, поставьте плюсик. Если не знаете, то минусик. Если не знаете, то не знаю. Кто знает нас? Мне кажется, это будет сейчас более интересный вопрос, кто знает нас. Мне кажется, что нас смотрит больше человек, потому что тут все время меняется как-то количество комментариев. Может быть. Так, ну что, кто-нибудь нам ответит, знает ли кто-нибудь? Нет, пока нет. В общем, подождем мистера Малова. Да. Аня написала General Trash and Con, написал 3+, она знает мистера Малова. Это гениально. Мне кажется, что больше никто не ответит на этот вопрос. А ты сам был по творчеству? Я был знаком, но это как-то все вот в фоновом режиме. То есть мне было сколько, наверное, там 7 лет, может 8, когда он был на пике популярности, и поэтому вот в подсознании «буду помирать молодым, буду помирать», она присутствовала. И я даже ставил его треки там во время диджей-сетов. Вот перед тем, как мистер Малой, вот, перед тем, как мы с ним познакомились. Поэтому это было так прикольно. Я ему сказал, что он первый, с кем я встретился, из живущих, чью музыку я ставлю. То есть вот такое пересечение. Прикольно, я не знала, это очень круто. Да, у него есть несколько еще там, у него есть фит чудесный с Ветлицкой, «Давай кураж» называется. Серьезно? Я не знала. Но он в 90-м был топ, он как бы был номер один, то есть каждое утро «Доброе утро, Петербург», тогда еще УРТ, канал РТР, не знаю, там, на РТР, но на первом, в общем, на канале ОРТ каждое утро показывали его клип, чтобы понимать, насколько популярен. Не, вообще, в принципе, это прошло мимо меня. Самое удивительное, что все не верили, когда я там кому-то говорю, что я еду вот брать интервью, разговор, говорит, он жив. Обалдеть, слушай. И тем же интересно твое впечатление от общения с ним, от вот этой песни «Я буду умирать молодым» до того, что он делает сейчас, и то, о чем он рассказывает сейчас. Мы приглашали тебя вести паблик-ток с ним на тему чистого искусства, где он рассказывал про все виды зависимости, которые возможны в современном обществе, и как это мешает или помогает быть творческим человеком. Мешает, судя по всему. Интересно, как тебе эта встреча? Мне было интересно самому послушать личный опыт
вот мистера Малова, и мне кажется, участникам беседы это тоже было супер как-то важно, и это отвлекалось, и актуально, и люди спрашивали, то есть это был не просто разговор на какую-то там заданную тему, а это то, что людей волнует. И а, я точно не помню вот по цифрам, но я знаю, что у Альметьевска в том числе есть такая и советский шлейф зависимости, что в Альметьевске находилась тюрьма для наркозависимых. Вот. Ну или, по крайней мере, очень много людей, которые употребляли наркотики в советское время, их отправляли в Альметьевск. Вот поэтому это непростой звук про, скажем так, социализацию, да, людей, страдающих от наркомании, и люди, которые там были, спрашивали, я помню, все удивились, что, оказывается, там больше 400 видов зависимости существует. Например, зависимость от компьютерных игр, она в 2018 году вошла в Она признана как болезнь. Она болезнь. признана болезнью Всемирной организации здравоохранения, которая теперь сейчас выстрелила. Все теперь знают, что есть такая организация ВОЗ, которая предупреждает об опасностях человечества. Ну, мне кажется, что вообще это тема чистого искусства и творчества, и каких-то зависимостей актуальна в любом городе, в любое время. К сожалению, как бы... Но это факт, это то, о чем можно разговаривать, обсуждать, не говоря уже там о созависимости, да, в отношениях. И сейчас, к сожалению, мне кажется, это даже в какой-то степени становится сильно актуальным в условиях. Да, мне подруга рассказывала, что на Вандерзине там несколько материалов с определением созависимости. Там, в прошлом, позапрошлом году это были такие важные тренды. И про связку с искусством, конечно, это было на все времена. И было классно услышать человека, кто употреблял, да, наркотики, и при этом он сейчас творит, но надо взглянуть фактом, к сожалению, такой популярности, которая у него была в 90-е, у мистера Малого сейчас нет. Связано это с веществами, не связано, науке это неизвестно. Ну, насколько я знаю, у него зато есть какой-то суперпроект, йога-проект, который есть в Петербурге и в Москве, какая-то очень крутая организация. И главное, он себя чувствует супер кайфово, и вот это видно, что человек нашел себя, и ему очень-очень хорошо. Кошки начали воевать. Кошки начали воевать. В прошлый раз разговаривали с Касей, у нее была такая же ситуация там. Они взяли второго кота, Джуси, и он с ее старшим Макосом там периодически общается. Махач. Махач, да, такой небольшой маленький. Ой. Так. Ну, слава богу, не только у меня будет экранчик пропадать. Я, как этот, знаешь, в руках тузится груда металлолома. Я что-то нажала. Что я нажала? Слушай, расскажи, пожалуйста, ты почувствовал какую-то... Конечно, время там у тебя... Когда в 2018 году мы в Шубуров, в году у нас все-таки больше было города, и раз уехал в Казань. Мы как к Казани немножко вернемся позже, ты расскажешь, как твое впечатление от Казани. Вот. Изменился ли Метьевск для тебя по сравнению с 18 и 19 годом? Но сейчас эти уже пласты воспоминаний утрамбовались, но тогда, да, как бы изменения были заметны. И мне, конечно, просто в целом впечатляет. Я вот не знаю, открылось ли сейчас там то здание, которое строили в качестве культурного центра. Да, оно достроено, и рядом здание тоже Татнефти, второй офис тоже достроено. Да. К Новому году, по-моему, все было сдано.
Вот, и я помню, что когда приезжал первый раз, второй раз, то есть город внешне изменился, изменилось уже там отношение части горожан к велосипедизации, и для меня было, например, большой радостью пообщаться с директором театра Альметьевска. Да, 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 просто какая-то волшебная женщина. Ну и в целом, я говорю, вот, то, что город небольшой, люди намного открытие и просто по душам поговорить легче. Хотя и в большом городе, если у тебя такой есть запрос, ты можешь это сделать, я могу сделать. Там прям, да, это чувство. Вот, и поэтому очень хочется приехать еще раз, посмотреть, что там все-таки достроили, что произошло. Ну что, когда это осенью, наверное. Я надеюсь, что, да, реально это возможно будет этим летом, там, август, сентябрь. И сделаем наш проект лазерная медиаинсталляция, которая на ПТС происходит. Мы ее монтируем. Вот. Надеюсь, мы ее вымонтируем до сентября месяца. Она заработает. Это будет такое мега событие, на самом деле, потому что это первая, пожалуй, в мире постоянная инсталляция. Это челлендж. Круто. Что в результате получится для нас всех. Нам самим очень интересно, что в этом получится. Ну и, конечно, надеемся, что нам удастся осуществить нашу образовательную просветительскую программу, что у нас будут опять мастер-классы, которые вот встречи. Там кто-то писал, что как я мог пропустить мистера Малова, но нужно быть подписанным, следить за нашими событиями. У нас каждый год происходит какой-то интересный движ, помимо того, что появляются арт-объекты в городе. Володь, Оль, у тебя есть какие-то любимые арт-объекты в программе? Это, наверное, все равно связано с картинками. Мне почему нравились две поездки, меня перестраивал этот взгляд. Потому что я не считаю себя там... У меня есть какая-то где-то в глубине души такая мечта, я такой фотограф буду. Вот, но никогда такого не было. А в моих нескольких путешествиях это происходило. Что я перестраивался, и прям появлялся какой-то ракурс, какие-то картинки, вот именно охота, фотоохота. И в Альметьевске это было. Я помню этот кадр с алфавитом. Где... Первый с обложкой из Фатума, да? Да, да, да. И где дедушка стоит. Вот это мне прям запомнилось. Мне очень нравится такая, скажем, самая скандальная работа святого... Защитник, да? Да, со змеем. И что мне сейчас приходит в голову? Пум-пурум-пум-пум. Ну вот, почему-то ракушка пришла. На АТС тоже, Угу, да. угу. Это как раз теория происхождения нефти, на которой появится теперь медиаинсталляция, да. Угу. Почему-то это приходит в голову. В 2019 году в июле у нас еще не появилось тогда новых муралов в первом поселке, потому что там появилось еще 4 мурала. Приезжали из Италии, из Испании. Вот. Я надеюсь, что в этом возможно будет туда еще раз приехать, и ты увидишь новые работы, потому что они тоже очень-очень-очень классные. Вот. Кася может, кстати, поделиться своим впечатлением. У нее есть там тоже топик из новых работ. Знаешь, какая у меня рифма возникла сейчас? Я работаю в интеллектуальном клубе 418, и в прошлый понедельник у нас был, прошлый, по-моему, да, Павел Коплевич. И он рассказывал про Дягилева, эпоху Дягилева. Вот, и насколько Дягилев четко, точно чувствовал вкус времени и то, что предвосхитил все, что будет. Вот, и мне кажется, стрит-арт это как раз, ну, скажем, вот вообще, да, вся эта около уличное изобразительное искусство, тусовка, она недооценена, и мы еще позже только поймем, что, да, когда привозили художников из
Италии, Греции, Польши, что это не просто э, украшательство, да, и какие-то элементы декора домов, а что это очень важная культурная составляющая, которая несет историческую ценность. Ты знаешь, у куратора программы, у главного директора, собственно, программы Полины Ёж, муж Ваня, он давал сертификат такой, называется Well-being. Это международная сертификация прекрасного жития, так сказать. Что правильно для того, чтобы человеку было комфортно, хорошо, даже в офисе, в городе. Так вот, Public Art это один из must-have в городе то есть по всем сертификации это обязательно должно быть в городе, что это улучшает состояние человека. Это было для нас еще один плюсик к тому, что мы делаем правильные вещи, потому что это реально сильно положительно отражается на психологическом состоянии человека. Public Art делает свое дело. Качественный Public Art делает дело. Среда. Да, я согласна с тобой. Среда. Да. Ты бегаешь в Альметьевске? Я прям вспоминаю немножко с завистью, потому что когда ты приезжал в июле, я еще не бегала в Альметьевске, но у тебя есть опыт, получается, и беговой, и велосипедный в Альметьевске. Мы вместе побегали потом. Ну да, один разочек дело было. Да, но в этом плане как раз очень круто, то, что много велодорожек, и спокойно можно побегать. То есть есть инфраструктура, и я помню, что это... Вообще для меня это тоже такой лайфхак. Приезжая в новый город, можно его увидеть, там, например, как Петербург, нужно увидеть с воды. Может там, да, когда ты прилетаешь на самолете в Лондон и видишь, да, там с высоты птичьего полета. А можно там с высоты двухэтажного автобуса туристического, а можно с высоты велосипедной. И вот беговая высота — это особый ракурс. И мне очень нравится там, я не знаю, в Германии, в Италии, во Франции я бегал. Город по-другому запоминается, по-другому ощущается. И Я согласна. Я обращаю на другие детали внимание. Вот в Альметьевске то же самое это было. И было прям кайфово. А ты ощутил разницу между велосипедной историей и беговой? Да, конечно. Мы задумываемся со Светой, с Сашей, с девочками, с Олей сделать беговые экскурсии, потому что есть на это какой-то запрос. Есть же большое беговое сообщество. Вот. И было бы интересно там 10 км пробежать, например, по муралам. Мне кажется, это вполне возможно по программе такой какой-нибудь классный. Там же еще по впечатлениям, потому что определенные подъемы наверх, горочку, например, кардио. Да, это другая вещь, которая, мне кажется, связана с локальным туризмом, спортивное направление. И да, как бы уже в России супер популярно большое движение бегунов, атлетов, триатлонистов и так далее, и тому подобное. И люди с удовольствием готовы приехать в какое-то новое место, там, побить свой рекорд, пробежать марафон, полумарафон, вот, или просто какой-то красивый забег, и потом что-то еще там с семьей сделать. То есть получить какую-то культурную составляющую, там, гастрономическую, удовольствие какое-то от природы. Вот, и мне кажется, в этом плане, да, Альметьевск круто подходит, чтобы там прошел какой-нибудь забег. Я знаю, что в Казани есть точно. Вот. Они проходят забеги в большом количестве, прям в течение лета, там даже он есть какой-то. Я имею в виду прям непосредственно беговую экскурсию, когда ты бежишь по маршруту одной работы к другой работе. Ты бы в таком принял участие? Я бы вписался в любую блудняк, кроме голодовки. Простите, я голодный. Вот, но я бы вписался.
Ты бы вписался, да? Слушай, ну это плюс еще один человек, Кася сказал, да, я так думаю, что мы прям задумаем с нашими велогидами, переделаем их в бега-гидов, если можно так сказать, но сделаем еще одну опцию, придумаем этим летом сделать беговые экскурсии, вот, а потом, может быть, придумаем водяные плавательные экскурсии от Сабантуй или еще что-нибудь. Толь, есть ли у тебя какое-то впечатление от поездки в Татарстан, которое вот осталось именно как вот, а это произошло со мной в Альметьевске или там в Казани или там в Свияжске, что-то такое, что останется с тобой навсегда? А, Впечатление. Ну, Свияжск, да, конечно, отдельное у меня. Я даже помню, что это были 20 числа сентября, Да, и я пошел на побережье с пледом на берегу реки Волги, и там, по-моему, еще какая-то одна река. Я вот загорал и читал книгу. Это было очень сильное впечатление, понимая, что в Петербурге уже давно пасмурная погода. потрясающий солнечный день. Я его запомнила тем, что мы встречали буквально рассвет. Мы встали все очень рано, сидели, пили кофе на лавочке, от которой открывался просто вид на всю реку и вообще на другой берег. Рядом Осик, художник, делал йогу, и кто-то даже за ним там челленджился. Это прямо, это картинка, которая останется со мной на самом деле навсегда, честно говоря. И еще я помню, как мы в Шугурово поймали бабочку, помнишь, потом ее отпускали еще с руки. Я даже не помню, как не поймали, она каким-то образом оказалась у нас, и потом в замедленной съемке снимали. Было так красиво, прям впечатление. Котя! Пришли. На словах бабочка появились животные. Я помню, для меня вообще Казань была таким интересным опытом, потому что, с одной стороны, мы бомбили ночью. Ну, кто не знает, это не работа таксистом. Вот ты собрал классную команду художников и поехал не просто так. Да. Да. И, то есть, мы оставляли Теги. тегали город. Вот. И я даже, кстати, почувствовал, что я тоже могу, оказывается, потегать, что это не так страшно и как бы что-то вот такое а, заоблачное. А потом, на следующий день, у меня была чудесная встреча с Наташей Фишман, советником руководителя Республики Татарстан. И это было, то есть, как бы от самого нелегального до самого легального. Вот весь спектр. И это было прям супер классно, то, что происходит вообще в Татарстане. Мне кажется, это хороший пример для России. Как говорится, можно просто повторить, и было бы уже неплохо. Вариант. Да, я с тобой согласна. Слушай, у меня к тебе очень смешное предложение. Давай. Поотгадывать кое-что. У меня такая есть тут рубрика, которая называется «Табышмак». Как это загадка. Мы в 2019 году с Дашей Зорькиной проект, вдруг мы с Полиной Ёж придумали, чтобы нам сделать такого необычного. И я говорю, давай соединим стрит-арт и мультики. Как мы это можем сделать? А давай вот просто вот возьмем и соединим несоединяемые. Окей. И Даша Зорькина из Берлина приезжала и соединяла это, как она потом говорила, боже, хорошо, что это не мой проект, не я это придумала. И теперь в Альметьевске, я не знаю, видела ли ты это в 2019 году, когда ты уже приезжал, по-моему, мы еще этого не сделали. В 21-й школе нарисованный стрит-арт детьми альметьевцы, ребята рисовали, а потом они монтировали мультик, который называется «Табышмак». И вот эти две штуки, они взаимосвязаны. Можно прийти во двор посмотреть отгадку, или можно посмотреть мультик, и потом прийти во двор, найти там отгадку. В общем, такой получился. Никто никогда такого не делал. У нас что-то получилось, и это какой-то очень То интересный... есть это мультик «Загадка» и «Разгадка» есть в жизни, Да, где-то и создан. в Альметьевск и посмотреть.
Круто. У меня такое очень странное предложение тебе поотгадывать русские песни, которые были переведены на татарский. Давай попробуем. Попробуем? Да, это же не конкурс Ксении Собчак. Нет, у нас не будет в конце какого-нибудь Супер игры. или чего-нибудь еще, или президента, нет. Так, я тебе, значит, читаю на своем корявом татарском языке слова песни, а ты потом предлагаю тебе варианты, что это за русская песня. Боже, помоги. Куз ешене ишенма, азин тенер уткеч, барасы дэлепен кайта. Так, варианты. Это Иванушки Интернешнл Беги. Андрей Губин «В небе тают облака». Шура, ты не верь слезам, руки вверх, крошка моя. Толя, давай твою. Интуиция. Толя, включай интуицию. Ну пусть это будет Иванушки Интернешнл. Нет. Крошка моя. Шура. Ну вот скажи, ты же чувствовал сразу. Нет? Так, ладно, давай еще одна попытка с песенкой. А ты знаешь татарский вообще? Слушай, я не знаю татарский язык, я немножечко читаю на татарском смысле, я понимаю, как не всегда, но как читаются татарские буквы. Вот, ну вот там он даже, смотри, даже я не поняла, сказала Дина. Подожди, а где у тебя комментарии? Почему я не вижу? Не знаю, может быть, потому что ты сел слева, и поэтому ничего не видно. Ладно, Дина, ну ты потом меня научишь. Ну вот Света хоть поменялась, слава богу. Короче, следующая песня. Мне уже смешно. Татлы эфлисун ашайсин келе-ме. И вопросительный знак. Варианты, что это за песня. Диана Арбенина «Ты дарила мне розы», Земфира «Хочешь», Михей Джуманджи и Инна Стил «Любовь остается» и Юлия Чечерина «Жара». Повтори еще раз текст. Ты издеваешься, да? Как будто ты на латыни читаешь меня. Дина комментирует. Все, я увидел комментарий. Как будто Да. я сломалась, Дина. Ты мне в прошлый раз захвалила, и в этот раз я сломалась. Ладно, я еще раз попробую. Татлы эфлисун ашайсин келеме. Это Земфира. Правильно! Бинго! Как ты так? Так, еще. Есть такой прекрасный тест у одной газеты, который называется «Насколько вы татарин?». Мне кажется, нужно делать маску в Инстаграме. Насколько ты татарин? Так, ладно. В чем разница между эчпачмаком и лешем? Нет разницы. Разница в формах. Два совершенно разных произведения искусства. Не понимаю, как их можно сравнивать. И Олеж предпочитает... Третий вариант. Так, два совершенно разных произведений искусства. Нет, разница в формах. Слушай, ну разница в формах это два совершенно разных искусства. Произведение искусства, я с тобой согласна. Так, написано «Усложняем вопросы». Что означает бронебойное словосочетание ТГ, НИ, НД? Просто набор слов, татары так не говорят. Дай подумать. Ну, это самое и иностранец. Пусть будет, это самое. Ну, это самое. Ты выиграл! У тебя получается... А какой приз? Приз «Поездка в Альметьевск» в 2020 году. Я согласен тогда. Давайте еще. Да, хорошо, давай. Еще длительное рядом, как на татарском говорят животные. Ты готов? Угу. Как говорит лошадь, как ржет на татарском лошадь? Мхаха, игагай, бигагай, михахай. Ну пусть будет Игагай. Игагай, ладно.
момент у меня так. И в этот момент... Это был какой-то неверный ответ, судя по всему, потому что... О, там Дина предлагает придумать тебе какую-нибудь татарскую версию имени. Талгат. У меня был друг Талгат в классе. Я учился в казахской школе первые 2 класса, поэтому Талгат мне знакомое имя, так же, как и Бибинур или Салтанат, Так, ну, нам кто-нибудь поможет? Алия. У нас техническая заминка. Почему-то он отправляет меня на первую страничку после правильного или неправильного ответа. Он не хочет сказать, как же неправильно говорит лошадь по-татарски. Давай опубликуем потом просто отдельно сторис об этом. Давай, отдельно. 2 человека не смогли определить, как по-татарски говорит лошадь. Это очень смешно, на мой взгляд. Да. Так, Но вот это еще, наверное, один из бонусов, то, что татары очень бережно и с уважением относятся к своему языку и к земле. Вот это, наверное, выводы, которые я сделал после этих 2 поездок. Мне кажется, если бы все россияне так относились к месту, где они живут, к своей земле, я имею в виду, что отношение, что это их земля, это их дом там или мой дом. Но в Петербурге есть такое тоже как бы локальное ощущение, что это наш город. Вы тут как бы приходите править, а потом уходите, а город наш. Вот. То есть здесь скорее у нас варяги, эти правители. А в Татарстане в этом плане какая-то гармония. И, скажем так, и верхи, и низы все чувствуют, что это они на своей земле, поэтому очень важно вкладываться, беречь, охранять и приумножать те дары, которые дает татарская земля. И это прям вот это отношение, этот attitude, он чувствуется. Пример. Да, я с тобой согласна. И, наверное, именно поэтому и наша программа тоже на это ориентирована, потому что очень большой пласт исследований, которые как раз стремятся сохранить и легенды, и мифы самого города Альметьевска, его историю, и при этом еще и татарский культурный код. Не говоря о том, что есть азбука, да, которая сохранила там 6 главных букв татарских. Да. Татарский культурный код. Да, татарский культурный код. Call me. Only татарский Only call культурный. me. Слушай, у меня... ты вначале самым сказал про то, что ты бегал, по-моему, в Берлине, еще где-то, да? Где в Париже я бегал, в Майами, А ты везде замечаешь паблик-арт и стрит-арт? То есть есть у тебя такой фокус внимания сейчас? И была ли какая-то разница до поездки в Альметьевск, например, и после? Изменила как-то твой фокус? После я стал замечать теги татарских художников в Петербурге. В Петербурге ты в Париже можешь найти тег одного альметьевского художника по имени Бозин. Да вот в Париже я не видел, в Петербурге видел, хотя где я был? Ой, я прям... Киев. В Киеве, конечно, я вот очень много обращал внимания на стрит-арт. Я, кстати, по-моему, там бегал, а может нет. Нет, ну неважно. В общем, это скорее связано со знакомством с тобой и со стрит-арт-музеем. Вот после этого я стал обращать больше внимания на количество уличных работ. И это кайфово, кстати, тоже фотографировать, так коллекционировать. Хотя я вот сейчас вспоминаю, что этот интерес у меня был и до знакомства с вами, потому что мне очень нравился Бэнкси. И когда я впервые приехал в Лондон со своей сестрой, мы разделились на один день. Она пошла шопиться. Вот, у нее была мечта, ей нужно было купить обязательно сумку Луи Виттон.
Я пошел по спальным районам, вот, искать работы Бэнкси. Где-то был какой-то сайт с картой, где вот можно прям было найти, и я фотографировал и сравнивал, что было, когда он только создал, и что произошло сейчас. А, И я прям получил какое-то особое удовольствие от этой поездки в Лондон, от этого вот именно исследования. ой, это очень интересно. Мне кажется, что это должно быть в качестве какого-то совета. Я теперь тоже на самом деле езжу в города и обязательно перед этим гуглю или Яндексу информацию, как интересные работы есть в городе, да. Я, например, после знакомства с Рустамом Кубиком, который делал одну из работ в Азбуке, я в Стамбул ездила и специально знала, что я должна посмотреть его работу в Стамбуле, потому что я знала, что у него есть там работа. Да, такой must see. Это просто то, на что я очень-очень-очень в Стамбуле немножко укачала от количества стрит-арта и от количества граффити. В Стамбуле это немножко переходит уже в состояние такого грязного города. И это, да, и это прям слишком много информации со стен. Мне кажется, должен быть какой-то баланс и какая-то чистота. Но этим и интересно. Я вот хочу в Берлин поехать, интересно посмотреть, как выглядит Берлин. Я советую, что Берлин стрит-арт столица вообще Европы, и туда нужно обязательно съездить и посмотреть это. Так и есть. А я вспомнил сейчас, мы вчера впервые расчехлили карточную колоду. Да ты Вот, что? подарочную. Который сделал Дима Фатум. Да, все верно. Вот, моя... В 2018 году Дмитрий Фатум, автор обложки и еще мурала про Резу Фахриддина, он сделал прекрасную подарочную колоду карт по мотивам Альметьевской. Это прям произведение искусства. И вчера играли, да? Да, моя подруга... Гадали. Я проиграл. 5-3. Вот ты сегодня выиграл поездку в Альметьевск. Ой, это прекрасно. Жуткого татарского языка, с моего произношения ты выиграл поездку в Альметьевск. Толь, скажи, пожалуйста, есть у тебя какой-то совет или впечатление, почему Альметьевск? Почему туда стоит съездить и посмотреть этот город? Стоит ли? Стоит. Моя рекомендация... Вот это как иностранцам, которые первый раз приезжают в Россию, я рекомендую сначала Москва, а потом Петербург. А почему так? Потому что Москва впечатляет, знаете, такая большая, сильная, смелая, как лебедь белая. Вот, это все захватывает, а потом раз, и из столицы ты приезжаешь в Петербург, и я говорю, вау, это в этой стране есть еще чудесный город, абсолютно европейский, с прекрасной архитектурой, с одним из лучших музеев мира, а еще есть это. Не может быть, представь себе, вот такой на болоте он был. И я, кстати, если мне кто-то спрашивает, то я потом как бы третий город, который рекомендую, это Казань, потому что мне правда кажется, Казань это третья столица России, и мне нравится такая предприимчивая жилка, не знаю, чиновников из Татарстана, которые прям ввели бренд, запатентовали, что слоган «Третья столица России» принадлежит Казани. Вот. И мой совет, если именно там, для россиян или кто-то, кто планирует поехать в Татарстан, то, конечно, это вот Казань плюс Альметьевск. Потому что, мне кажется, хотя я не знаю, может, кому-то будет интересна именно как велосипедная тема. Ну, для меня, я вот поехал бы в Альметьевск, чтобы просто как раз переключиться, отдохнуть от диджитал, в общем, сделать детокс и насладиться природой, покататься на велике, пожить вот в каком-то маленьком европейском городе, где другой ритм жизни и где спокойно и хорошо, как в песне Анжелики Варум. А как хочется вернуться в городок. Ох, я очень надеюсь, что мы все скоро сможем вернуться в Альметьевск.
Я уже, правда, скучаю и по гидам, и по нашим волонтерам, и по городу, и по искусству, которое там рождается, и столько разных классных идей, которые хочется осуществить их с жителями города. И так больше Но смотреть. сейчас, мне кажется, вот сам Бог велел, пока еще границы будут закрыты, попутешествовать по а, нашей необъятной матушке России. И я бы их с удовольствием, вот, наверное, куда я точно хотел бы поехать, это Байкал и в Казань-Альметьевск. Байкал Вот. тоже у меня Ну, такой. еще, конечно, там Владивосток есть где-то, вот, но А вот нам такой, Новгород, мне Нижний Новгород тоже очень нравится, я была там. Шикарно. И тут мне ну, если в плане стрит-арта, да, я не был в Нижнем Новгороде, вот, но это так, можно через Москву, а там уже Сапсанчик. там очень классно. И в смысле стрит-арта, и в смысле исторического какого-то контекста там очень Да, классно. да, да, я читал, что там спасают деревянные постройки, именно стрит-арт, печатями охраны, охранные грамоты. А по завершению этого прекрасного эфира нам придумали с тобой имена. Ты теперь Талгат, а я Кадрия. А Отлично. в прошлый раз координатор нашего проекта в Альметьевске сказал, что я куропаторка вместо... Кураторка. Вот, поэтому я теперь куропаторка Кадрия, а ты мини-блогер, микроблогер Талгат. Талгат красивое имя. Мне тоже нравится, пока мне нужно как-то привыкнуть к имени Кадрия. Как будто я кадровика. Мне кажется, греческое такое имя. Такая Греческая богиня Кадрия. богиня кадров. Это такая бюрократическая богиня. Да, именно. Ну, у нее такое гнездо на голове. И там все файлы. Не хочу. Ты видел мои розовые волосы? А, при- У меня а уже... придется. А придется, да? Ну ладно. Хочешь, не хочешь, А а придется. будет это в следующей серии. Все. В следующей серии вы обнаружите меня с гнездом на голове. Оленька, спасибо тебе большое, что ты с нами поговорил, побыл с нами. Спасибо вам, мне очень приятно, друзья, если вы смотрите из Альметьевска, у вас чудесный город, и низкий вам поклон за ваше гостеприимство. Приезжайте к нам в Петербург, а если вы смотрите из других городов, то я настоятельно рекомендую съездить в Альметьевск и в Казань, особенно если вы считаете себя прогрессивным россиянином. Ну, если у вас, например, есть велосипед, или вам кажется, что вы разбираетесь в современном искусстве, вот, или в урбанизации, то вместо того, чтобы писать постики вот в Инстаграмчике, на Фейсбуке, взяли бы и поехали в Альметьевск. Ясно вам все? Это лучшее наведение. Ты должен был еще делать вот так. Дайте в Альметьевск, если вы прогрессивны. Ну ладно, давай я же тогда еще прорекламирую бархатные ручки. Достаточно. Спасибо тебе большое. Мы ждем гостя. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Я тебя очень рад был видеть. Я тебя тоже. Пока. Пока, ребята! Мы сумасшедшие. Улица Сезам.